Школа номер 1 – первое учебное заведение города. С момента ее основания прошло 85 лет. В настоящее время школа размещается в двух блоках, один из которых введен в эксплуатацию в 1956 году. Сейчас здесь учатся начальные классы. Несмотря на то, что зданию 60 лет, благодаря усилиям коллектива школы и родителей учащихся удается поддерживать комфортные условия. Но, конечно, есть проблемы, с которыми мы сталкиваемся и которые, я в принципе думаю, в ближайшее время будут решены. Это, конечно, в первую очередь идет речь о кровле старого здания школы, которая, к сожалению, есть, где протекает и требует капитального ремонта, замены. И, конечно же, в глаза бросается и горожанам, и нам самим, коллективу, и детям. Это фасад школы. Совсем скоро эти проблемы будут разрешены. В этом году планируется выделение средств на проведение капитального ремонта из бюджетов разных уровней. В первую очередь они будут направлены на реализацию программы перехода к обучению в одну смену. В настоящее время в первой школе обучается 800 детей. Некоторые классы занимаются в кабинетах, не совсем отвечающие нормам и требованиям. В первую очередь они пойдут на увеличение учебных мест. Всего планируется ввести дополнительно встроить 3 учебных кабинета, это 75 ученических мест примерно. И в соответствии с этим, конечно, будут закупаться и школьная мебель, и новое школьное оборудование. Хотелось бы, конечно, идти в ногу со временем и закупить оборудование, скажем так, совершенно новые, вести уроки, в учебный план уроки по робототехнике, лего-конструированию. Запланированные работы дадут возможность набрать дополнительные начальные классы. По словам директора, у школы есть в этом потребность. К тому же, хоть и постепенно, образовательные учреждения приводятся в порядок. И, кстати, нам в прошлом году очень хорошо помогли наши спонсоры. Есть люди, которые не безразличны вопросам образования. Это в первую очередь, конечно, Учелинский горно-обогатительный комбинат в лице генерального директора Гибадуллина Закария Равгатовича и Сибайский филиал Учелинского горно-обогатительного комбината в лице директора Бекинова Явдата Усмановича. Всю эту работу курировала партия «Единая Россия» под эгидой именно работы этой партии, вот эти все работы велись. Поэтому благодаря им в школе в прошлом году были проделаны значительные работы. Всего было выделено около 1 100 000 рублей. Спонсорская помощь позволила провести ремонтные работы в одном из спортзалов, в 3 учебных кабинетах начальной школы. В улучшении условий обучения нуждается и школа номер 6. С момента ввода в строй этого здания прошло немало времени. Школа сейчас уже имеет большой стаж, ей 63 года. И, конечно же, находясь на самой главной улице города, мы хотели бы выглядеть респектабельно, красиво, достойно. И здесь на самый первый план выходит замена кровли, фасада, окон и ограждения. В настоящее время ученики 3 классов учатся во 2-ю смену. Потому коллектив 6-й школы единогласно принял решение о проведении полноценного ремонта 3 кабинетов. Студия находится у нас в таком большом, хорошем кабинете, просторном. И этот кабинет как раз-таки мы переоборудуем и сделаем ремонт для того, чтобы там уже разместился класс начальной школы и уже начнет обучение в таком просторном кабинете, потому что по Санпину мы должны обеспечивать каждого ребенка необходимыми квадратными метрами. А сама изобразительная студия художественная, она переместится в более компактное помещение, которое им тоже даст возможность полноценно заниматься. Ремонт учебных кабинетов подразумевает замену окон, инженерных сетей, обновление отделочных материалов стен, потолков, напольного покрытия, приобретение школьной мебели, сопутствующих современных инструментов, необходимых в учебном процессе. Коллективы школ ждут заветного дня и готовы приступить к приятным хлопотам. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.